И я хотела бы еще раз призвать население, что лечением должен заниматься все-таки лечащий врач, а не пациенты. Вот заболевания легкой и средней тяжести лучше всего, конечно, лечить дома по назначению своего лечащего врача, участкового врача, потому что уход дома все равно он лучше, чем уход в больнице. Главное наблюдать за состоянием и не пропустить тот порог, когда нужно госпитализироваться. Одни из первых признаков – это наличие тяжелой одышки и учащенного дыхания. Но еще раз хочу призвать наших граждан, нельзя паниковать, потому что дыхательная недостаточность, она при панике может возникнуть страх смерти и постоянная нехватка воздуха. И, как я уже отмечала, пациенты из группы риска с хроническими заболеваниями – это в первую очередь кандидаты на госпитализацию. Антибиотики при пневмонии следует принимать только по назначению врача. Мы с вами сегодня видим, что очень большой резонанс, и люди бегут в аптеки, покупают все антибиотики. Они покупают те антибиотики, которые прописывает врач тому или иному пациенту, и этими рецептами они делимся в интернет-источниках. Но, к сожалению, и сейчас еще мы слышим, что очень много используют химических смесей. Этого делать нельзя, потому что этим нельзя увлекаться.